берут 130-й, да, там 90-й и нагружают его как 200-й, да, конечно, это уже получается как бы, ну, не надо так делать. Зачем нагружать трактор? У него есть свои категории, есть там первой категории, второй категории, третьей категории, классы, да, трактора. Они, соответственно, рассчитаны под агрегаты, да, те, которые они смогут тащить и не нанося вред, да, та же самая коробки, да, не нагружать, в общем, технику, там, двигатели, да. Конечно, если технику нагружать, то она долго не проходит, это всем, надеюсь, понятно. А так, в щадящем режиме нормально все, свои агрегаты, свой вес, ты должен рассчитывать это все. По выбору трактора, у нас, допустим, когда стоял выбор взять какой трактор, есть 90 сил, есть 110 сил, есть 200 сил, да, 130 сил, 200 сил, да. То есть здесь уже зависит выбор, да, что ты хочешь, какие у тебя работы есть. И для этого подбирается, да, мощность трактора. Мы подбирали свой, допустим, судя по объему работы. И какая она, тяжелая работа или легкая работа. Ну, естественно, ты 200-й трактор ты с сеялкой не запустишь, это понятно. Ну, как у нас сеялки, да, старого образца, советские еще там. Вот. Комплекс, это понятно там, конечно. Мы, в общем-то, когда его выбирали, рассчитывали на то, что мы повесим на него комплекс сеялочный. Вот. И поэтому отсюда, да, и грузоподъемность, и мощность. Все зависит от тракториста, от человека. Насколько он хочет заработать, насколько он бережно относится к технике, насколько это вот эти причины, да, все такие вот, немаловажные. Ну, по технике, да, она выносливая техника. Я вот по себе, я сам ездию, сам снова его взял. Она выносливая техника. Она вывезет в любой момент, ты надеешься на нее.